Бакыт Темир. Любить вопреки. Аудиокнига записана в студии социального центра «Равные возможности». Бишкек, 2022 год. Текст читает Андрей Черкасов. Часть 1. Осень. Глава 1. Эта история началась в начальный период осени, в жаркие сентябрьские дни конца 20-го столетия. В это время года на кыргызской земле деревья, кустарники и травы еще не теряют своего летнего содержания и большую частью покрыты зеленью, а дни, как и месяцем ранее, наполнены солнечным теплом. Как правило, в это время года люди успевают возвратиться из отпусков в свои города, и оживает деловая активность предпринимателей и воротил бизнеса. Начинается учеба в школах, колледжах, лицеях, в высших учебных заведениях. На улицах городов появляются массы беззаботных студентов и школьников, и в мегаполисах становится веселее. Горожане, провожая летний сезон, в выходные дни продолжают выезжать за город на равнинные поля, поднимаются в горы, собирают грибы в лесах, останавливаются у речек, чтобы отдохнуть от работы, от удушливой уличной суеты и смога. Бегут от рёва моторов и сигналов автомашин, воя сирен и топота людских ног, от толкотни и суеты в магазинах и в общественном транспорте. Одним словом, стараются попасть на природу, чтобы насладиться девственной красотой нашей планеты и оставить эти воспоминания до следующего весеннего цветения. Традиционно в сентябрьские дни в памяти людей еще горячи воспоминания о проведенных ими отпусках и каникулах на дачных участках, в домах отдыха, курортах, пансионатах, лагерях, расположенных на берегу озера Иссык-Куль или других не менее интересных местах, где можно прекрасно провести время с родными, близкими, друзьями или любимыми. Но в отличие от летних дней, горожане и приезжие, выходя из квартир, домов или помещений, по утрам чаще всматриваются в небеса, пытаясь определить, если не заглядывают в прогнозы синоптиков, чистые они или заполнены облаками и тучами. Будет ли в тот или иной день дождь и ветер? Далее они смотрят на листву деревьев и кустарников, сравнивая, какая их часть успела пожелтеть или опасть на землю, и подсознательно желают, чтобы эти светлые и теплые дни продолжались как можно дольше. Этих солнечных дней желают себе и сельские жители, чтобы успеть собрать урожай фруктов, переливающихся разноцветными красками и благоухающими приятными запахами, овощей и злаковых культур, над которыми они трудились весною и летом, не покладая рук. Но, вопреки вышеизложенному, в описываемый нами день, за окнами домов уже второе утро стояла пасмурная погода и накрапывал мелкий дождь. Однако эти признаки капризной осени не портили очарование воскресного утра, поскольку день обещал быть теплым и безветренным. Первые горожане Бишкека выходили на улицы в легких одеждах, и некоторые из них даже без зонтиков. А тишину однокомнатной квартиры пятиэтажного дома советского периода строительства, где на раздвинутом диване под легким льняным покрывалом спал молодой человек, примерно 30 с лишним лет, нарушал лишь массивный механический будильник своим размеренным тиканьем до сопения того же мужчины. Рядом с диваном стоял журнальный двухъярусный столик на колесиках, где на верхней части размещался не первой свежести желто-серый монитор с клавиатурой и отходящими от них проводами, тот же будильник красного цвета, бумаги с ручкой и карандашами, газеты и журналы. На нижней полке расположился сервер, две небольшие звуковые колонки, зеленый телефон с длинным кольцеобразным шнуром, тянущимся из коридора, пульты, папки, книги и другие канцелярские мелочи. Рядом со столиком на полу лежал электрический удлинитель с воткнутыми в него 4 вилками, питающий провод которого уходил куда-то под диван.
Напротив дивана по диагонали в углу комнаты, ближе к окну, стоял телевизор на трехполочном специально заказанном столике высотою в 1 метр, где на второй полке громоздился видеомагнитофон, ниже кассеты, диски и несколько книг. Обстановку комнаты дополняли платяной шкаф орехового цвета, 2 прочных деревянных стула того же цвета, коричневые шторы с блесками и средних размеров 2 картины неизвестных художников в рамках, висевшие на стенах. Первая картина висела напротив дивана. На ней были изображены лошади разных мастей, бегущие по грунтовой дороге в зеленую даль, оставляя за собой серо-желтую пыль. Вторая картина висела над диваном с изображением гор, упирающихся в небо белоснежными вершинами, скота в степи и чабанов на лошадях, которые размещались на переднем плане. Со стороны казалось, что эти картины дополняют друг друга. Кроме того, с потолка свисала трехрожковая матовая желто-зеленая люстра, лампы которой были направлены в разные стороны света, а открытая дверь балкона дополняла интерьер комнаты. Внезапно громко зазвенел будильник, въедаясь в барабанные перепонки пробудившегося человека. Открыв глаза, Канат тут же приподнялся и взглянул на часы. Время показывало 6 часов 30 минут. Ударив ладонью по будильнику со словом «чертов крикун», он вновь уткнулся в подушку, вспомнив про воскресный день. А значит, можно поспать, потому что предыдущий день он около 9 часов провел за рулем машины, сопровождая груз, и еще 2 часа выполнял другие работы, связанные с ним. Но не прошло и 5 минут, как он вновь резко приподнялся и теперь уже взглянул в окно, поскольку без конца ворочался и не мог заснуть. Оценивая погоду выходного дня, молодой мужчина начал мысленно размышлять о предстоящем дне. Это был особый день, и потому он вспомнил, что вечером поставил будильник на 6:30 утра, в отличие от других выходных дней. Сегодня его отцу исполнилось 65 лет, юбилейная дата. Но поскольку его отец был человеком старого образца, а значит личностью со строгими правилами и с бескорыстным служением своей родине, с его скромностью и прочими советскими почетами, медалями и регалиями, уговорить его на празднование очередной юбилейной даты стало, как и прежде, делом очень сложным и долгим.